Sabahınız hayır olsun saygılı dostlar. Bugün bizim sizinle 6. üretimiz var. Bugün biz sizinle tekrarlayacağız geçmiş materyalları. Hem de yeni laflarımız var. Onları sizinle bugün okuyacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Eski temadan tutarız aklımızda. Личные местоимения, окончания личных аффиксы, личных местоимений, да, друзья, помним, да? Ben, гагаузум. Я взяла разные слова, которые оканчиваются на гласные и на согласные. З согласная и гласная, да? Ben гагаузум. Sen kısmetlisin. Обратите внимание, sen кысметлисин. Похоже, да, друзья? Син, тут сен. И если у нас слово, вне зависимости от того, это прилагательное, это существительное, это глагол, это что, это числительное, вне зависимости от этого, любое слово, если оно заканчивается на гласное и гласное, да, то у нас скрепляющее «й» появляется. И дальше тот же аффикс «син». Какие могут быть еще аффиксы тут, друзья, когда тут у нас стоит «сян»? Сын, сун, сюн. Это зависит от слова, от гласных в этом слове. И, значит, «син» будет. Кысметли син. Поняли, да? O büyük или o büyüktür. Он большой. O büyük. Он или она или оно не имеет значения. Все одинаково. В гагаузском языке нет родов. Sonra. Biz kaviyiz. Кави сильный. Biz kaviyiz. Мы сильные. Мы сильные. Biz kaviyiz. Видите, друзья, да? Вот в biz есть частичка этого местоимения, да, из. Biz kaviyiz. Скрепляющее «й» есть, потому что тут у нас слово заканчивается на гласное. Siz birincisiniz. Вы первые или вы первый. Это в зависимости от того, сколько человек стоит перед вами, с которыми вы общаетесь, да? Siz, вы первые, если много. Если один человек, вы первый, но мы к нему уже относимся с уважением, да? Siz birincisiniz. Опять та же самая ситуация. Birinci заканчивается на гласное, скрепляющее «й», значит синиз плюс аффикс синиз. Обратите внимание, в синиз есть частица сиз, да, только ни одна, ни ин лишнее появляется, да. Siz birincisiniz. И самое легкое, друзья, о и onlar. О это он, она, оно, а тут множественное. Посмотрите, аффикс нар, помним, да? Нар, няр, лар, ляр. Аффикс множественности. Onlar это они. Множественное число. Onlar. И одинаково. Onlar кырнак, они чистые, чистоплотные. Onlar кырнак, любящие чистоту. Onlar кырнак. Или onlar кырнактыр. Можно тыр, можно без тыр. Почему тыр, а не дыр? А тут тоже тыр, да, друзья? Тут тыр, потому что тут дудакланан вокаллар var. Ü, büyük, tür. Поняли, да? Гармония, губная гармония играет роль. Buradaysa kırnaktır.
Слово заканчивается глухим согласным, глухим звуком, да? И поэтому тут тоже глухой звук, как кырнак тыр. Поняли, да? Идемте дальше. Достунузу anladın. Это вам домашнее задание. Достунузу anladın. Расскажите о своем друге. О ким? Adı не сой. Кто он? Например, профессию можно сказать. Как его зовут? Kaç yaşında? Мы эти темы все проходили. Посмотрите ваши записи, и вы найдете все правильно, как отвечать на эти вопросы. Не iş yapar. Что он делает? Чем он занимается? Где он работает? Manasına gelir arkadaşlar. Ne iş yapar? Что он делает? Чем он занимается? Какова у него работа? Насыл bir insan. Какой это человек? Опишите его, друзья. Низкого роста, высокого роста, хороший, плохой, чистоплотный, умный, темный, рыжий и так далее. Используйте много-много-много прилагательных. Договорились. Потом, друзья, значит, сфотографируйте это домашнее задание и дайте в нашей страничке. Дальше идем. İki. Aşağıdaki örneğe bakalım. Orada bir şey seçelim. Öğretici sorsun. O şeyi bulmaya çalışalım. Друзья, это такая игра. Вот вас, чтобы вы смогли, вот вопрос и ответы. Эта игра, найдем что-то дома. Типа, так можно назвать на русском. Вот, например, о. Вот это о, то, что мы ищем, да? Это, да? О odada mı? Это в комнате, вот то, что мы ищем. Да, odada. Да, в комнате. Masada var mı? На столе есть? Yok. То есть это не на столе. Посмотрим, что же это такое. Duvarda mı? На стене? Да, duvarda. Да, на стене. Duvarda. Обратите внимание, nerede? Где? Duvarda. Обратите внимание, вот duvar корень слова и аффикс да. Мы это учили. O saat mı? Это часы? Değil saat. Не часы. Değil. Не. Часы. Değil saat. Не часы. Resim mi? Картина? Evet. Doğru cevap resim. Да. Правильный ответ resim. Картина, да? Хорошо, идемте дальше. Вот это просто прочитайте, друзья, и со своими детьми дома, с кем-то просто поиграйте, дайте такие вопросы, чтобы детки могли найти, ответить на это на гагаузском языке. Дайте что-нибудь попроще. Yanlışları doğrudalım. Исправим ошибки. Тут все неправильно, друзья. Мы будем с вами исправлять ошибки. Ben 40 yaşındaysın. Возьмите перед собой табличку, друзья, кто не запомнил эти окончания, эти аффиксы. Возьмите перед собой, поставьте табличку. Ben 40 yaşında. Что будет правильно, друзья? Yaşında. Вот заканчивается на гласное, да? Yaşındayım. Пожалуйста, напишите заново. Ben 40. Можете 40 написать буквами. Yaşındayım. Поняли, да? Вот то, что, значит, идет курсором, видите, курсором написано. Вот там ошибка. Вот там нужно поменять окончание. Или же можно снять окончание. Например, тут посмотрите. Sofrada 4 filcanlar var. 4, да, друзья? Это уже много, да? Это не один, это уже множественность есть, да, в данном предложении. Sofrada 4 filcan
var. Мы должны убрать вот этот аффикс. Этот аффикс лишний. Да, стакан, фильджан, стаканы, фильджаннар. Совершенно правильно. Но у нас в предложении есть еще что-то, которое напоминает о множественности этих предметов. Поэтому этот предмет в множественном ставить не надо. Dört filcan var. Sofrada dört filcan var. Вот этот нар лишний. Пожалуйста, напишите тут. Biz gençsin mi? Biz gençsin mi? Genç, молодой. Мы молоды. Мы молоды. Мы молодые. Мы молодые. Друзья, син это неправильно, да? Тут идет сен, gençsin. Так должно быть. Но мы тут правильный аффикс поставим. Biz genç. Да, я уже вас слышу, вы уже правильно сделали. Посмотрите, пожалуйста, табличку, не поленитесь. Тоди сокакта му. Разве правильно му? Исправьте, пожалуйста. Му. Му у нас будет тогда, если у нас тут будет губная гармония. Да? Например, дойду му. Дойду му. Видите, вот тут все губное, и вот это тоже присоединяется к этому слову, как бы в придаток, да? А тут тоди сокакта мы будет, да? Мы, и. Напишите. Тудора университета мы. Друзья, Тудора университета мы. Неправильно, да? Неправильно. Мы тоже неправильно. Мы неправильно, потому что тут есть ошибка. Вот это исправляем, и вот это тоже автоматически исправляется. Помним, да? В словах, которые не наши, заимствованные, да, смотрим на последнюю гласную. Если последняя гласная мягкая, то в аффиксах и далее все, что примыкает к этому слову, относится к этому слову. Мы, значит, мы делаем тоже мягкие гласные, да? Мягкие звуки даем. Университете ми. Тудора университете ми. Дальше. Siz studentsınız mı? Siz studentsınız mı? Тут тоже самая ситуация. Заканчивается на е, буква е. Поэтому тут должно быть все мягко. Исправьте, друзья. Симу яваш mı? Яваш ми. Видите, там точечка есть. Симу яваш ми. Как будет правильно? Пишем правильно. Симу яваш mı? Симу медлительный, тихий. Тихий, без звука, то есть яваш это тихо. Biz bir ayda 7 gün var. Doğru mu, друзья? Bir ayda 7 gün var. В одном месяце есть 7 дней. Напишите, пожалуйста, сколько дней в одном месяце. Так и пишите. Bir ayda. Исправляйте тут. Можете написать буквами. Кто себя чувствует получше. И дальше. Также идем дальше. Gün var. Bir ayda 30 gün var. Например, да? Sen ne yaşındaysın? Sen ne yaşındaysın? Тут ошибка, тут. Спрашиваем, сколько тебе лет, да, друзья? Вот тут должен быть вопрос другой. Тут не что, а нам нужно сколько. Напишите правильный ответ. Ben girgin genciz. Ben girgin genciz. Значит, вот тут у нас
курсивом написано вот это слово, мы его должны исправить. Написать под ben. Ben, girgin, gencim. Да, друзья? Ben. Смотрим окончание в ben. Им, да? Тут genç и genciz. Тут нас че переходит в дже. Это будем проходить дальше. Genciz. Мы, то есть я, gencim, да, друзья? Тоже дже, genç, gencim будет. Gencim. Так, значит, ben girgin gencim будет. Я отважный молодой человек. Genç – это молодой и заодно молодой человек. Если там нет ишлики окса, как его, подлежащего, да? Ben girgin gencim. Дальше. Siz yorgunsun mu? Siz yorgunsun mu? Вы уставший? Вы устали? Вы уставший? Siz yorgun. Вот тут ошибка. Под сис должны подставить, друзья. Под сис делаем. Siz yorgunsun mu? Вот тут, значит, у нас тут будет другой аффикс. Лутфен. Поставьте правильный аффикс, друзья. Size de sağ olun. Как будет правильно? Ответ на sen çok sağ ol. И size de sağ olun. Есть такое? Я в группе всегда напоминаю, потому что все гагаузы, можно сказать, молодые гагаузы, неправильно отвечают на вопрос спасибо. Тебе тоже спасибо отвечают, переводят с русского. Поэтому size de sağ olun. Вот тут напишите правильный ответ, будто вы отвечаете на благодарность. Вас поблагодарили, и вы тоже благодарите за то, что он вас благодарил. Да? Дальше. Diyalogları doldurun. Diyalogları doldurun. Заполним диалоги. Вот есть ответ, нам нужен вопрос. 19 yaşındayım. Друзья, вот тут им, и видно, что я отвечаю, да? Ben 19 yaşındayım, да? Тогда в вопросе будет sen, да, друзья? Сколько тебе лет? Мне 19 лет. Вот он мне. Вот он. Да? Вот этот аффикс показывает, что мне 19 лет. Burada olacak sen. И вопрос. Сколько лет, да? Sen. Мы это учили. Вы это должны знать, друзья. Это как бы калып называется, да? Это форма. Эту форму нужно знать. Пожалуйста, найдите и закрепите. Sağ ol, İslayim. Sağ ol, İslayим. Спасибо. Я хорошо. У меня все хорошо. Вот тут что будет, друзья? Это тоже калып. Это тоже форма. Нужно запомнить. Найдите ее, запишите. Size de sağ olun. Ой, siz de sağ olun. Тут правильный. Будем правильно напишем. Что полагается тут, друзья? Siz de sağ olun. Siz de sağ olun. Спасибо. Вы тоже будьте здоровы. Тут что? На какой вопрос? На что мы отвечаем sizde sağ olun? Sağ olun. Sizde sağ olun. Или sağ ol, если это большой человек. Sağ ol. Sizde sağ olun отвечает тот, который младше возрастом или же по службе. Дальше. Elbet büyün evdeyim. Evdeyim. Elbet büyün evdeyim. Да. Сегодня дома. Я дома. Вот он я. Вот он. Elbet büyün evdeyim. Да. Я сегодня дома. Да. Я evdeyim. Вот окончание, которое показывает, что я evdeyim. Поэтому очень важно, друзья, выучить эту таблицу наизусть. Elbet büyün evdeyim. Да, сегодня я дома.
Какой будет вопрос? Ты сегодня дома? Вот ты сегодня дома. Напишите, пожалуйста, правильно на русском. Ты сегодня дома? Дальше. Чадырдайым. Я в Чадырлунге. Вот он я. Я в Чадырлунге. Вопрос. Neredeysin да? Ты где? Ты где? Ты где? Вопрос. Не забываем подставлять сюда вопросительный знак. Evde 5 kişi var. Вопрос. Сколько человек в доме или дома? Сколько человек дома? Пожалуйста. Тут все есть. Только вопрос. Подставим вместо пятерки. Вопрос. Кач. Да? Сколько? Дальше. Üretici değilim. Журналистим. Я. Вот он. Тут я есть. Вот она. Değilim. Я не учитель. Я журналист. Вот. Я не учитель. Я журналист. Тогда будет вопрос. Sen üreticisin mi, да? Ты учитель? Ты учитель? Такой будет вопрос. И такой. Я не учитель. Я журналист. Например, подумайте, что вы пошли в магазин и хотите купить хлеб. Спрашивайте, есть ли хлеб? И сколько он стоит? Да, вот, пожалуйста, есть ли хлеб и сколько он стоит? Вот. И тут телефон, номер телефона. Телефонум, benim telefonum, обратите внимание. Телефонум и номер идет. И тут нужно составить вопрос. Senin telefonun, какой у тебя номер телефона? Telefon номерин не soy. Телефон номерин не soy, можно сказать. И, друзья, слова. Тут слова, которые вы, возможно, повторяете. Вы их уже знаете. И есть новые слова. Лавсанды. Açık. Открытый. Alt. Низ. То, что который находится ниже. Alt. Altında. Alt. Anahtar. Ключ. Ай. Месяц. Луна. Бина. Здание. Başarılı. Успешный. Boş. Пустой. Büyük. Большой. Bütün. Целый. Bütün. Целый. Целиком. Целый. Целиком. Çirkin. Некрасивый. Уродливый. Çünkü. Потому что. Дар. Узкий. Dinç. Вот слова dinç и yorgun. Yorgun уставший. Dinç бодрый, скажем, да? Бодрый, не уставший. Чувствующий себя не уставшим. Бодрый. Dinç. Yorgun. Антоним, да? Дурак. Остановка. Дувар. Стена. Eski. Старый. Yeni. Новый. Ер. Земля. Почва. Друзья, я пишу. Это мой принцип. Е должно быть. Вы можете стереть. Ну, знаете, что в гагаузской языкознании эта проблема существует. Эта проблема существует и ждет своего решения окончательного. Ени новый. Ер земля, почва. Юл год.
Евли. Евли женатый, замужем. То есть имеющий дом, смотрите. Эв. Дом и ли. Имеющий. То есть ли имеющий. Эвли, имеющий свой дом, свой кров. Эвли, женатый, замужем. Фырын – это печка. Возможно, она электрическая, уже электрические уже печки, да. И, возможно, она наша старая гагаузская печка, помните, которая из глины сделана. После того, как появились электрические, уже это название перевелось на электрическую, на новую модель. Фырын. Генищ, широкий, обширный, просторный, если это о помещении, просторный, широкий. Güçlü, сильный. Кави, вот два слова. Güçlü, кави, сильный. Это синонимы. Şen, веселый. Şen, веселый. Kirli, грязный. Пак, чистый. Küsülü, обиженный, опечалившийся. Küsülü, обиженный. Her şey, все. Все. Сейчас но многие гагаузы говорят, щей у нас нет такого слова. У нас оно есть даже в чедерлунском диалекте, есть наши. Нашиба вместо не. Наши, слово нашей, наши, есть слово, вот это частичка щей, не щей. Вот она у вас есть, друзья. Так что не нужно отрекаться от нее, она у нас есть. И кто-то ее очень часто использует. Вулканевский диалект говорит «не», и в литературном языке «не» это правильно. Что? Буне. Буннаши, говорят, Чадерлунский, Камрадский районы, да, буннаши. Что это? Наши. Буннещей, хотят сказать. И вот это нещей со временем получилось наши, наши. Поняли, да? Исля. Хорошо, хороший, хорошо. Даже вот есть окей, говорят, да? Дальше. Kötü, плохой. Прост. Тоже. Kötü, прост. Это синонимы слова. Kötü, прост. Плохо, плохой. Kaçıncı. Который по счету. Помним, кач сколько, да, друзья? И аффикс ынчы. Бешинчи, алтынчы, единчи. Помним, да? Вот он. Тут тоже аффикс. В вопросе есть аффикс. Качинчы. Который по счету. Порядковое число спрашивает, да? Бешинчи, единчи, yüzüncü, алтынчы, 18-ci и так далее. Кач сколько? Капалы. Закрыто, закрытый. Касап, мясник. Кат, этаж, слой. Этаж, слой. Например, слой торта, да? Торта, слой торта. 3 katlı tort. Tortun katları. Или 5 katlı ev. 5 katlı bina. Пятиэтажное здание. Колай, легко, легкий. Друзья, это, значит, вспомним, легкий, то есть дело легкое, но не вес легкий, да. Колай, легко что-то сделать, да, дело легкое. Кысканч, кысканч, ревнивый. Что-то ревнует он, кого-то ревнует, кысканч. Кыскыч, кыскыч, прищепка, который мы вешаем белье, да, кыскыч.
Лавчы, любитель поговорить. Лавчы, лав, слово, и лавчы, то есть имеет это дать. То есть он, ему это то есть он любит поговорить. Лавчы. Куюмджу, куюмджу, ювелир. Нереде, где. Нечин, почему. Нечин, сейчас исправим, че сделаем. Есть. Нечин, исправьте тоже, поставьте хвостик. Нечин, почему. Палы, дорогой. О цене. Уджуз, тоже. Уджуз, дешевый. Друзья, слово палы, значит, в основном о цене, друзья. Палы руба, уджуз руба. Но в гагаузском языке посредством русского дорогой дядя, pahalı dayım, pahalı amcам, pahalı чучум можно использовать как и, значит, дорогой о человеке, да, друзья. Но я вместо pahalı использую saygılı всегда, потому что это pahalı, вот оно к нам пришло уже посредством русского языка, это значение мы взяли. Но я вам скажу, pahalı – это первое значение слова pahalı, это дорогой о цене, друзья. А потом оно уже посредством русского языка получило второе значение. Кто-то его использует, много человек его используют, так как оно уже давно вошло в язык, а я предпочитаю saygılı, уважаемый. Ucuz, дешевый. Пембе, розовый. Пембе, розовый. Пембе. Возможно, тут будет Пембе. Хорошо, на следующем уроке я вам скажу. Пошта. Пошта, почта. Дору, правильно. Дору, правильно, верно, правильный, верный. Пембе. Тут будет друзья. Давайте мы его сразу же напишем. Пембе. Вот оно. Скопируем пембе. Я же говорила, в моем диалекте нет этого звука. Янныш. Янныш. Неправильный, неверный. Ошибка. Янныш. Ошибка. Неправильный, неверный. Психолог. Вот оно так пишется. Психолог. Саба. Утро. Или саба. Есть кто-то говорит вместо ярн. Саба. Саба. Утро. Сессис. Без звука. Соят. Фамилия. Туян. Туян это значит шишман, еще есть слова. Туян это человек в теле, да, то есть тучный, жирный человек, большой человек. Туян. Тузлу, соленый. От слова туз, да? Тузлу. С солью, да? С солью. Тузлу, соленый. Узак. Далеко. Юсть. Верхний. Ихтиар. Ихтиар слово пишется у нас по-разному, друзья. Если вы увидите с буквой то это тоже будет правильно. Ихтиар тоже слово, которое мы еще не решили, как правильно написать. Но по нашей сегодняшней орфографии оно пишется через Ихтяр. Ихтяр. Слово арабское, и в арабском оно звучит ихтияр. И в вулканическом диалекте тоже звучит ихтияр. Есть у нас слова, которые еще над которыми нам нужно еще поработать. Старый ихтияр. Старик ихтияр и старый. Яваш. Медленный, медлительный, тихий. Забун. Худой. У нас еще и фамилия есть в Вулканическом районе Забун. Худой. Зенгин. Богатый. Сук. Холодный. Холодно.
Ашлак горячий. Кипяток. Ашлак горячий. Сыджак. Значит, тут, друзья, сыджак и ашлак, тут по градусам можно. Сыджак горячий, теплый горячий, а ашлак это как кипяток горячий. Вот так вот подумайте, да, друзья? Сыджак тепло-горячий такой вот, который можно кушать, а ашлак его уже нельзя, в принципе, очень горячий, нужно подождать. Поняли, да? Татлы, сладкий. Acı, горький. Acı, обратите внимание, как пишется. Acı. Мы слышим и. После дж и ч мы всегда слышим и, друзья, но, не в, но иногда, если, значит, иногда, когда иногда, если в слове твердые, значит, гласные, то, следуя гармонии гласных, пишем аджи. Правильное будет аджи, а не аджи. Keçi – это коза. Олак – это козлик. Олак – козлик, маленький, детеныш keçи. Домус – свинья. Потмар – это маленький свиненок, или как будет на русском правильно. Домус свинья, потмар поросенок. Поросенок. Ад. Ад. Конь. Друзья, есть бейгир. Бейгир – лошадь. Она в основном тащить груз, чтобы лошадь. Бейгир. И есть ад. Ад – это конь. В Чадурлунге у нас есть ад пролин, да, друзья? Ад – это конь. То есть это конь для показов, для красоты, скажем, да, ад. Вот это есть ад. От – трава. Кескин – режущий. Кескин – бычак. Вот, кескин – бычак. Сильно режущий, то есть нож. Нож, режущий нож. Как будет правильно на русском? Кескин – бычак. Нож, который очень хорошо режет, да? Не нашла я слово. Режущий. Кескин – бычак. Острый нож, друзья, я. Острый. Кескин – острый. Дерин кашик. Дерин кашик. Дерин кашик. Ложка. Глубокая ложка. Дерин кашик. Фуркулица. Фуркулица. Молдавское заимствование в гагаузском языке. Это вилка. Каба экмек. Мягкий хлеб. Каба экмек. Мягкий хлеб. Кырмызы шарап. Красный ное вино. Шарап вино. Кырмызы шарап. Красное вино. Бияс пейнир. Бияс пейнир. Белый. Белая брынза, да? Пейнир. Белая брынза. Топрак, чанак. Топрак, чанак, друзья. Вот если взять топрак, это глина, да? Земля, глина, почва, да, учили. Топрак, чанак, глиняная тарелка, друзья. То есть тарелка, которая сделана из глины. Есть были такие раньше, да? Топрак, чанак. Вот такое красивое, значит, словосочетание у нас, да? Топрак, чанак. Глиняная тарелка. Суа чини. Фарфири. Значит, друзья, в Луканешском говорят, в районе говорят чини, а в основном большая часть говорит фарфири. Фарфири от слова фарфор. Суа, то есть неглубокая. Вот дерин. Где она у нас дерин? Дерин кашик. Дерин. Глубокая. Суа неглубокая. Суа чини. Друзья, фарфири молдавская, от Молдав, то есть посредством молдавского пришло в гагаузский язык, от слова фарфор, а в молдавский оно, возможно, от французского или же от какого-то другого языка пришло. Значит, а чини, вот слово от слова чин. Чин – это Китай. Мы знаем, что посуда делалась в Китае первая, и чини – это есть китайская. Чини – это есть, если перевести, чини
Китайская получается, друзья. Вот так вот, чуть-чуть этимологии, да? Суачини, неглубокая тарелка. Суа фарфири, то же самое. Дальше. Чөлмек. Чөлмек – это горшок, из которого мы наливаем молоко, вино и так далее. Чөлмек, оно в основном раньше было топрак. Чөлмек – глиняная, да, вот она глиняная, глиняный горшок. Сейчас оно уже и стеклянное, и другое, но все равно носит значение имя чөлмеки. Чөлмек осталось, да. Дальше. Тенджере. Тенджере – это кастрюля. Тенджере – кастрюля. Чорба – суп. В некоторых районах чорба – это кесмем, это макароны домашние, да? Но в литературном языке чорба – суп. Суан – лук. Сармысак – чеснок. Сарымсак. Это и сармысак должно быть. Сармысак. Подправьте. Сармысак. Картошка. Патладжан. Патладжан, помидоры. Вулканист говорит патладжан, а остальной диалект говорит патладжан. Правильно, патладжан. То есть в гагаузском языке правильно патладжан, а в других тюркских языках оно патлыджан. В некоторых, конечно, не во всех тюркских языках оно именно так. Но вот форма патлыджан в других тюркских языках есть. Патладжан в гагаузском помидор. Лана капуста. Бибер перец. Мор патладжан напишите. Мор патладжан это синие. Баклажаны, друзья. Вот слово баклажан и патладжан. Вам не кажется, что они похожи друг на друга? Да? Вот откуда идет наше слово патладжан. То есть слово не тюркского происхождения. Мор патладжан, баклажан. Написали. Дальше. Инсан. Давайте части, то, что видим здесь, да? Значит, я сейчас сделаю побольше рисунок, чтобы вам было виднее. Инсан, человек. Баш, голова. Дери, кожа. Дери, кожа. Сурат, лицо. Кулак, ухо. Göz, глаз. Но мы можем подставить мы же знаем аффиксы, при которых мы делаем множественное число. Gözler, да? Кулаклар, да, друзья? Каш, бровь. Göz kapağı, века. Века на глазу, которая есть, да? Века. Göz kapağı. Кирпик, ресницы. Кирпик, ресницы. Göz, бебе, это зрачок. Göz бебе, зрачок. Göz бебе, зрачок. Бурну, нос. Бурну дели, это носовые отверстия. Ас, рот. Диль, язык. Гагауз дили тоже, да? Как и в русском языке. Язык и русский, гагаузский язык. Диль. Язык. Дищ, зуб. Дудак, губа. Янак, щека. Сакал, борода. Сакал, борода. Бык, ус. Усы.
Çene подбородок. Yense шея. Ense kökü. Ense kökü. Друзья, на шее есть такое, где соединяется череп и шея. Ense kökü там. То есть корень, кök это корень, да? Корень шеи, да, если так перевести. Омус, плечо. Кол, рука. Вот она. Кол, рука. Билек. Вот она, билек, друзья. Билек. Это запястье. Билек. У нас есть слова билезик, то есть украшение для запястья, да? Есть у нас фамилия Билекчи, что мы переводим как костоправ. Билекчи. Это от слова билек. Ель, рука. Ель, вон она, рука. Значит, кол, рука, а ель это вот эта часть руки, то есть кисть. Ель. Вот она. Ауч. Ауч это ладонь. Пармак, палец. Пармак, палец. Тырнак это ноготь. Колтук это подмышка. На сегодня пока хватит. Друзья, выучиваем, заучиваем эти слова. И тут еще немножко и заканчиваем наш урок. Каршылыгы yazın. Зыт. Зыт. Есть слово зыт, друзья, против. Зыт. Зытыны, антонимы не yazın. Genç. И тут пишем противоположные. Молодой пишем старый, мы проходили выше. Туян в теле, и мы проходили выше. Пишем. Yüksek. Высокий. И алчак будет, да, низкий. Узун длинный, и кыса будет антоним. Дар, дар, узкий и широкий. Гениш, правильно. Фукара. Друзья, это пишем, все пишем, фотографируем, и я вообще не вижу, вы ничего, я огорчаюсь, я не вижу ваши работы, я не знаю, работаете ли вы, я не знаю, со сколькими человеками я работаю, кто меня слушает. Пожалуйста, будьте поактивнее. И я замечу, друзья, гагаузы более пассивны. Есть болгары в группе, есть другие национальности в группе, они более активны. Гагаузы давайте будем поактивнее. Gagauzlar biraz daha aktif olalım. Biraz savaşalım öğrenmeye kendi dilimizi. Savaşalım doğru. Siz bilirsiniz laf etmeye ama siz belki bilmirsiniz doğru yazma. Savaşalım yazma. Savaşalım bir şeyler öğrenme. Üretmeye uşaklarımızı. Фукара бедный. И burada biliriz второй, значит, антоним. Зыт анlamını biliriz. Yorgun, уставший. И слово короткое из 4 слов. Помним, да? Динч. Ар, тяжелый и легкий. Илин, илин. Сук. И пишем тут. Хаста, больной. И sağlam, здоровый. Biyaz, beyazın zıtı kara. Kolay, zor. Tatlı, acı. Dolu, kendiniz buldunuz. Eski, burayı da kendiniz bulun. Сами найдите. Dinç и выше повторялось. Dinç и вот оно тут, да. Şimdi dostlar ben okuyarım, siz anlamaya çalışırsınız beni. Her bir lafı anlamaya çalışırsınız. Benim dostum var. Onun adı Demir. O genç, girgin bir çocuk. O üniversitede öğrenir. Обучается. Учится. Demir Gagavuz dilini pek sever.
hem pek güzel laf eder Gagavuzca. Dostumu pek beğenirim. Demir evli. Onun bir kızı var. Adı Çiçek. Biz hepsimiz достуз. Поработайте над переводом, переведите и дайте в нашей страничке. Urok bitti. Bugünkü üretimiz bitti dostlar. Kalın sağlıcakla. Çok okuyun, çok yazın. Birlikte öğreneceğiz bizim dilimizi. Kalın sağlıcakla.